В детстве меня мама отвела в хоровую капеллу, когда только что возникла филармония, и просто меня туда заставили ходить. Но мне это понравилось в конце. В хоровой капелле она училась свыше 4 лет. В возрасте 17 лет поступила в консерваторию. Я привела ее в очередной раз на прослушивание, и завкафедре принял ее. Как громко запоет. Я так сижу, и, видимо, родители что-то были. И, видимо, мама поняла, что я лично не в таком диком восторге, как там были в ансамбле «Огонек», где она там солисткой была. Но на 3-4 курсе я попала в Москву первый раз и попала в Большой театр. И вот тут стали происходить всякие такие изменения в плане мозгов. Я стала думать, что я хочу именно петь оперное. Она была терпеливая студентка. И поэтому где-то уже на 4 курсе она стала себя показывать должным образом. Так получилось, что, это в силу всяких объективных, наверное, причин, репертуара большого не было, и я это чувствовал тоже, что осели это тесновато, потому что ей нужен репертуар, ей нужно развиваться. И вот то, что мы приняли решение на некоторое время уехать, уйти из этого театра, мы ушли и первоначально поехали в театр Абая, в Алматы. И там познакомились с замечательными мастерами. Один из них Базаргалы Джамамбаев. Он очень много поработал с Асель. Он очень многое дал и ей, и также мне. Потом тоже не последнюю роль сыграл в судьбе Ринат Салаватов, дирижер, великолепный дирижер. Мне повезло, что непосредственно на меня обращали внимание очень прославленные наши дирижеры нашей современности. Это Ринат Салаватов, Нурлан
Джарасов, Базаргалиаджевич Джаманбаев. В России очень многие дирижеры. И непосредственно они не просто меня так по плечу хвалили или что-то говорили, такие лестные слова. Они просто брали, и мы работали, они давали свое время. Вот это ценно для меня. Оселю послушал Салаватов, потом говорит, давайте через неделю с оркестром послушаем. Послушал и говорит, у вас спектакль через 20 дней. Вот так. И так родился первый спектакль. Во-первых, все эти партии меццо-сопрано в операх Верди, как Амнерис в Аиде, как принцесса Эболи в Доне Карлосе, это все партии уже рассчитаны на зрелого мастера, на сформировавшуюся крепкую певицу. Это очень трудные партии. Мало того, что они очень эмоциональные, и большой психологический, голосовой такой труд. В Екатеринбургом вообще была ситуация интересная. Мы просто послали видеоматериал. Потому что я говорю, Осель, нельзя тебе здесь сидеть. Мы ездить постоянно в силу экономических причин, мы не можем постоянно выезжать. Но сейчас время, 21 век, давай будем отправлять. Отправили в Екатеринбург. Буквально в декабре звонок. Мы хотим поговорить с Осел. Я говорю, а кто это? Это, говорит, художественный руководитель театра Евгений Бражников. Очень приятно, вот так. Тоже, говорит, у вас через 25 дней спектакль, мы посмотрели ваши записи, вы могли бы приехать? Что ей лично сама позвонила Галина Павловна Вишневская и предложила приехать и петь в своей опере. Почему это не получилось? Трудно, много разных причин, очень много. Сейчас перечислять их нет никакой надобности, можно сказать. Но когда человек с мировым именем сказал, Осель, где вы заканчивали консерваторию? Она говорит, здесь у себя, в Киргизии. А потом, когда она, конечно, поехала в Санкт-Петербург, это для нее тоже большое было. Встреча с Еленой Васильевной Образцовой, этот зал Шостаковича. Ну, мы вернулись, но дело в том, что это не мешает нам ездить и также петь. А вот Кармен, видимо, потому что я уже была в возрасте, мне сейчас, когда я к ней подошла, уже было 30 лет. И весь этот опыт, который я имела, он и дает отпечаток на партии. И поэтому он уже как-то легче было, намного легче. Когда
некоторые партнеры не соответствовали ее уровню, именно сценическому уровню. И, допустим, в «Кармен» я был свидетелем этого спектакля, что ей приходилось тащить весь спектакль на себе. Итак, загублю свою душу, погибну навек за тебя. Но клятвы своей не нарушу, и к нему тебя не пущу. Я поклялся, ты не уйдешь, ко мне, ты пойдешь. Нет, не тут. Я устал угрожать. Ну что ж, скорей убей или дорогу дай. Скажи в последний раз, демон, пойдешь со мной? Нет, нет! Вот кольцо, что ты дал мне! Возьми его обратно! Нет! Ну что ж, ступай! В общем, Асель – это борец. По природе она борец, и она обязательно должна быть лучше. Она обязательно хочет того, чтобы она была лучше, чтобы исполнить эту партию как можно лучше. Обязательно смотрит все мировые шедевры и ищет какие-то, находит планки, чтобы тоже достигнуть какой-то определенной высоты, ставит себе задачи. Я очень люблю, когда полный зрительный зал. И я люблю реакцию именно тогда, когда идет спектакль. Не после, не до, а именно во время. Я считаю, что это самый такой показатель твоего дара, твоего таланта. Это именно вот эта электризация, которая происходит во время спектакля. Перед спектаклем у меня вообще характер такой, я немножко жесткая, я не люблю суеты, не люблю, когда кто-то находится, ну вот единственное только парикмахер, гример и одевальщица, а после спектакля я чувствую усталость. Да.
Я хочу кушать и ну, общаться вот с близкими людьми. И опустошение чувствуешь большое. Спели, или она с нами спела, очень много различных произведений. Причем я стараюсь брать поскольку она уже выросла в такую замечательную, в хорошую, чудесную певицу. Поэтому я стараюсь не мелочиться и давать ей петь те произведения, которые достойны ее уровня. Solist Asel Pekbayeva sunacağı eser Verdi'nin Il Trovatore operasından Azucena Aria. And now to perform Azucena's aria from Verdi's La Traviata, please welcome to Kyrgyzstan Asel Pekbayeva. Эффектная внешность для артиста — это немаловажно, фактурная. Это очень красивая женщина, вот, комплексная, высокая, благообразная, понимаете, там. Да, я очень большое значение этому придаю, очень большое, потому что зрители приходят не просто слушать, они приходят еще посмотреть. Я в одно время преподавал в нашей консерватории, и
начала учебного года только мы все подходили, узнавать расписание, узнавать учебный план, нагрузку. И вдруг ко мне подбежала очень шустрая, худенькая девочка. Вообще студенты редко подбегают. Тут она подбежала и настойчиво стала спрашивать, буду ли я у них преподавать. Вот это было первое знакомство. Потом прошли годы учебы. Асель выпустилась, мы подготовили с ней госэкзамен. Она пришла в театр. И вот как она пришла в театр, мы решили связать свою судьбу. Ну, он это, наверное, решил сразу. Я немного подумала. Мы стали мыслить одинаково. Вот это, наверное, нас и сблизило. Он говорит критику только исключительно, когда мы с ним вдвоем. При посторонних он никогда мне не скажет ничего такого. Я хотела сказать спасибо своим родителям, дедушке, бабушке, вот они сидят все. Это все мои родственники. Вот. Совсем уехать я не смогу, наверное, потому что эта сцена, этот театр дал мне возможность в первый раз выйти на сцену. А жизнь актера – это постоянные разъезды. Я считаю, что можно все совместить, весь график можно совмещать. Но силы и энергию может дать только эта сцена и наша страна.